через пути километр. Нами тут сделали какой ремонт. Я это раз зашла, там вода горячая, текла прям воды, вот столько было. Так жители поселка Новое Аракчино рассказывают про свой медпункт. После капремонта он проработал всего полгода. В марте прошлого из-за пандемии учреждение закрыли. Человек попал, ему назначат 10 уколов, допустим, да? Вот, наши жители. Это надо 3 километра туда, 3 обратно. Это 10 сеансов. Мы можем, что ли? Сейчас большая часть жителей Нового Аракчино вместе с жителями соседнего поселка Калининский прикреплены к 19-й Юдинской поликлинике. Пенсионерам добраться до нее на общественном транспорте тяжело, на такси накладно. Чтобы попасть в Юдинскую поликлинику, жителям поселка Новое Аракчино только до ближайшей остановки нужно пройти 1 километр. Дальше 6 километров на автобусе и еще 1 километр нужно пройти через высокий мост. Затратили 2 миллиона рублей на ремонт этого помещения. Прекрасный ремонт сделали. Здесь бы сейчас самое время открыть прививочный пункт. Желающих вакцинироваться от коронавируса в Новом Аракчино много. Многие пенсионеры хотят сделать прививку в связи с тем, что вот и реклама идет, там и по телевидению выступают, что это обязательно. Но, по крайней мере, никто не хочет, чтобы у них в семье кто-то заболел. Жители, которые болеют, вот как я, опорно-двигательным аппаратом, я не могу подняться. В любом случае я не могу подняться на этот мост. Сердечники, тем более, значит, да, не могут. А на такси 240 рублей туда, 240 рублей обратно. Вот, например, я захотела вакцинироваться, да? Мне надо идти к Слоновой в ЖД, а чтобы к ней попасть, надо гинеколога пройти. Потом она меня примет, потом она даст мне направление. Представляете, сколько туда идти? Выездной пункт вакцинации в поселке был месяц назад. В Минздраве нам сказали, если есть желание сделать прививку рядом с домом, достаточно подать заявку. На сегодняшний день обращение о том, чтобы организовать вновь выездную вакцинацию, вот в поселке Калининский, обращение не поступало. Население может обратиться как к администрации клинической больницы номер 2 непосредственно, к заведующей поликлиническим отделением, так могут обратиться и в управление здравоохранения города Казани, и мы уже отработаем это обращение. Есть уже распоряжение главы о повторном проведении, и обязательно в Аракчино тоже будет такой пункт мобильный, куда смогут прийти жители провакцинироваться. В Минздраве обещают, медпункт обязательно заработает. Из-за пандемии нехватка кадров. Пока же готовят выездную бригаду для вакцинации. Аракчинцы верят, в окнах медпункта появится долгожданный свет. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.